Из-за снижения уровня воды на реке Лена комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение в срочном порядке начать второй этап по зачистке береговой полосы от загрязнения нефтепродуктами в Якутском речном порту, где недавно в результате распиловки заброшенного судна на территории судоходной компании «Якутск» произошла утечка нефтепродуктов. Прошу обратить внимание, что территория эта огорожена, и здесь есть еще определенный хозяйственный субъект, это Якутский речной порт. Именно само загрязнение, источник загрязнения пошло с этой территории. Значит, напомню, что был разлив, достаточно серьезный разлив. Значит, к сожалению, оперативных мер со стороны собственника данного земельного участка не было принято. Поэтому городу было принято решение и были проведены работы на первом этапе. Это по сорбированию территории, по сбору нефтепродуктов поверхности воды. Вот. Сегодня, значит, ведется правоохранительный надзорный орган расследования. Но, к сожалению, оно затянулось. На сегодня не могут выставить требования по, значит, ликвидации данной ситуации к виновнику. Поэтому администрация города приняла решение, значит, начать второй этап ликвидации за счет средств городского бюджета. Сейчас мы, как с вами наблюдаем, здесь работает наше подразделение «Кудрустрой». При этом хочу отметить, на субботнем объезде было дано, значит, дано поручение Якутскому речному порту тоже непосредственно принять участие. На сегодня ни ресурсов, как людских, ни техники, которые были обещаны, ничего нет. Работает только подразделение городского предприятия. Значит, на сегодня мы проводим второй этап. Мы понимаем, что нужно сделать. Нужно нам, значит, спилить тальник и вывести в определенное место и утилизировать, а также, значит, вывести пропитанный нефтепродуктами грунт. Сегодня, вот уже второй день мы этим занимаемся. Данный вопрос на контроле. У нас создана рабочая группа. Рабочую группу возглавляет руководитель комитета охраны природы городского. Вот. Поэтому второй этап мы полностью проведем, но при этом отмечу, что третий этап по рекультивации все-таки должно провести специализированное подразделение. Соответствующая заявка нами подана МЧС республики. Значит, и мы надеемся, что все-таки вот окончательную вот точку в этом вопросе по ликвидации поставит все-таки специализированная организация. После снижения уровня воды в районе загрязнения появилась возможность подхода техники и людей к загрязненным участкам почвы. Работы по устранению последствий разлива продолжились. В настоящее время на территории судоходной компании «Якутск» работают привлеченные специалисты и техника компании «Якутдорстрой». Ими выполняется зачистка береговой полосы, вырубка загрязненного мазутом тальника и сбор замазученной почвы. По мере освобождения от воды загрязненный грунт срезается на всю глубину пропитки, вывозится и утилизируется. Сегодня на большой планерке я задал вопрос непосредственно, значит, представителю транспортной полиции, значит, как ведется расследование. Сегодня он нам заявил о том, что на сегодня мы затрудняемся предъявить требования к собственнику. Вот, это будет сделано позже. Естественно, мы дожидаться не будем, меры принимаем. Принимаем меры за счет, еще раз повторю, бюджетных средств. Полномочия, вопрос здесь большой. Поэтому эти все средства, которые бюджет истратит, должны быть возмещены за счет виновника. Поэтому как только будет определен виновник официально, все расходы будут выставлены ему. В любом случае, данное происшествие находится на территории городского округа города Якутск. И мы не можем оставаться в стороне, так, тем более это связано с водозабором. Вы знаете, у нас вниз по реке находится водозабор. Мы не можем допустить, если вода поднимется и вдруг вот эти остатки понесет по течению, чтобы они попали в водозабор. Да, все правильно. Поэтому принимаем экстренные меры и ликвидируем эти последствия. Напомним, что руководство судоходной компании и Якутского речного порта, на чьей территории произошел разлив нефтепродукта, не предприняли действенных мер по устранению аварии. Судоходная компания приняла лишь небольшое участие, при этом упорно отказываясь от своей причастности к произошедшему. Если касательно ситуации, которая сейчас сложилась, значит, произошла утечка нефтепродуктов с нефтесборщика, который утилизировался. В 2013 году компания, этот нефтесборщик, продала специализированной компании, которая занимается утилизацией. Ну, до настоящего времени вот идет утилизация.
Ну, понимаете, все привыкли, что раз мы здесь находимся, значит, все здесь и наше, и мы несем полную ответственность. Но косвенно мы действительно вот к этому судну имеем отношение, но то, что произошло, я считаю, что это не по нашей вине. А то, что мы делаем сегодня, я считаю, что мы делаем правильно, потому что угроза, возможно, была бы розлива и выход нефтепродуктов и в канал, и ниже по течению, возможно, могла бы уйти эта пленка. Хотя я вам должен сказать, что течения в канале нету его. И почему такой ажиотаж там идет со стороны водоканала? Единственное, конечно, вот сегодня, конечно, вот эта масляная пленка, которую мы обработали сорбентами, немножко сложновато закачивать ее вакуумным насосом. Постоянно забивается сетка. Чистим, качаем. Нет, все это завтра не закончится. Но основную массу мы сегодня должны закончить. Дальше уже, как и мэр сегодня сказал, наступит момент рекультивации. Будем все равно убирать эту почву. Я сегодня с ним разговаривал, с мэром. Он говорит, готовьте программу, как вы тут, что хотите сделать. Я говорю, мэр так говорит, да, а есть еще другие органы. И тут же Росприроднадзор мне говорит, так, а ты пока не трогай ничего, это не твое. Иди оформи землю, подпиши договор водопользования и так далее. Это я знаю, что как только я начну здесь какие-то работы проводить, поставлю кран или еще что-то, хотя территория-то не моя. Это же не наша территория. Вот где мы с вами стоим, это земельное дело, все как положено, отведено, все официально, мы за эту землю платим, и налоги и так далее. А там территория не моя, и если я там начну какие-то действия проводить, сразу другие контролирующие органы приедут. Что вы можете сказать нашим жителям, горожанам? Такой ажиотаж нездоровый. Да горожанам что я могу сказать? Пускай они не волнуются. Мы, в общем-то, речники никогда там сильно не подводили и не подведут, и все это локализуют, все это уберут. Хотя это сделано не нашими руками, но уберем мы своими руками. И мое руководство все знает об этом. И я не говорю, что оно поддерживает, но мы и сами, как и я, тоже горожанин, тоже должен быть не безучастным. Лишь после вмешательства активистов и властей города специалистами аварийно-спасательного формирования сервис промышленной безопасности были выполнены первичные работы по локализации загрязнения. Я обращалась лет, наверное, 10, воевала вот с этим собственником судоходной компании «Якутск». Он нас постоянно подпитывал соляркой и всем остальным во время лета. Потому что омывала вот эти вот затонувшиеся, это все, вода омывала затонувшие по их вине здесь суда. Я обращалась много раз в Росприроднадзор, который является контролирующим органом акватории реки Лена. Но вы знаете, и ВОЗ, и ныне, и там. Когда вот началось это безобразие началось в начале половодья. Когда здесь они распиливали вот эти судна, они стояли здесь в течение, лет 10, наверное. И вот вода свое, так сказать, дело сделала. Она наружу их вот эти вот преступные деяния вынесла. На сегодня в республике еще не отменен ЧС. Так ведь? А это произошло в результате наводнения. Это же должно в ЧС входить. Где план по предотвращению и ликвидации вот этих последствий? Тут должны работать специалисты, а не город Якутск. Я вижу только один город Якутск и комитет природоохраны, Министерство природоохраны Республики Саха-Якутия. Федералы где? Мы их не видим совершенно. Бьем, стучимся, их нет. Здесь должен бегать вообще и организовывать вот эти мероприятия господин Семенов, Росприроднадзор.
Территория была обработана сорбентами. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в акваторию реки Лены были выставлены двойные боновые ограждения. Благодаря этим своевременно принятым мерам угроза попадания нефтепродуктов в акваторию городского водозабора была устранена. А можно узнать, вы давно же здесь живете? Конечно, с 1974 года. Кораблей. Ой, с 90-х годов, когда растащили речной... Когда образовалась судоходная компания, вот здесь все появилось. Они растащили эти пароходы, списали. Находилось А здесь вот второе судно, которое затоплено, тоже такое же, которое вот его нужно обследовать. Танкер. Но это не танкер, это зачистная какая-то, бункер-база зачистная, которая собирает отработку. Это же страшное. Вы знаете, сейчас мы долго не сможем вообще. Вода имеет память и долгую память. Мы от этого с вами не освободимся очень долгое время. А хотя изначально никто не предпринял экстренных мер. Вы знаете, все стоит. До сих пор, посмотрите, оно стоит. И воду вот так вот, ветер гоняет воду по всей акватории. И по вашим подсчетам, сколько судов там затоплено? Затоплено. Штуки 4 только вот здесь затоплено. Или даже 5. Вы сами посмотрите, потому что там все вот глазом видно. И вы знаете, мы же каждый год постоянно обращаемся, потому что пахнет. Постоянно нас подпитывают. Мы уже наркоманы. Вы понимаете, токсикологические наркоманы. Мы уже привыкли к этому. Но от такому вот сейчас, что произошло, это накапливалось, это должно было произойти. Но только в какое время? И вы посмотрите, речной порт вот здесь. Речной порт из кладбища списанных стоит таких же, бункер-баз. Почему оно здесь стоит? Почему их отсюда не буксируют в место, которое безопасное? Оно не должно здесь вообще стоять. Он считает себя не виноватым. А кто виноват? Такую попробуйте затащить сюда такую игрушку и быть не виноватым. И у него на глазах вот это все стояло под окнами вот этой диспетчерской. Это все пилилось у него на глазах. Эта территория огорожена. Здесь ответственные у них, как говорят, по территории. Сюда не пройдешь особо. И они не виноваты. Дело-то в том, что транспортная полиция, конечно, она долго не найдет. Потому что тут круговая порука. Они здесь ставят свои катера. Как они у благодетеля могут наказать благодетеля? Пора незаинтересованных уже лиц привлекать. И они должны понести суровое наказание. Это не 1 год, не 2 года, это не ЧП, это умышленное. Я даже могу, вы знаете, простите меня, но это я приравниваю к терроризму. Потому что знали, что там было. Данная ситуация может повториться. Необходимо принять законодательные и исполнительные акты на уровне муниципалитета, ответственности хозяйствующих субъектов в природоохранных зонах города Якутска.